всегда с удовольствием вводим наших читателей в зоопарк, и маленьких, и взрослых, и пенсионеров, в общем, всех возрастов, всех категорий, и действительно с кем еще, как не с учреждениями культуры, сотрудничать учреждениями культуры. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, мы завершили нашу пленарную часть. Сейчас у нас начинается работа секций. Будет 3 секции. Первая секция – социокультурная реабилитация и интеграция инвалидов в условиях библиотеки. Мы с вами остаемся здесь. Еще одна секция – культурная среда, доступность учреждений культуры для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения. Будет проходить в коворкинг-центре. Наталья Николаевна, я прошу проводить желающих присоединиться к этой секции. Я приглашаю туда учреждения культуры, музеи, зоологический парк Удмуртии. И третья секция, Ирина Вячеславовна, проводите, да, это секция библиотека и образования, грани сотрудничества. Она будет проходить в Центре национальной краеведческой литературы и библиографии. Давайте мы начнем работу секции. Для тех, кто к нам присоединился недавно, я хочу представить Елену Васильевну Захарову, это директор Российской государственной библиотеки для слепых. Сегодня она у нас в гостях, и другие гости. И откроем мы нашу секцию тоже с выступлений наших гостей из города Калуги. Я приглашаю к микрофону Галину Олеговну, где у меня Галину Олеговну Елишевич, да, заведующую отделом развития областной специальной библиотеки для слепых имени Островского, с докладом тифлокомментирования специальной библиотеки «Шаг к активной жизни незрячих». Вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Данную тему, как тему для выступления, я выбрала не просто так. Во-первых, потому что проблема тифлокомментирования, она остается значимой как для специалистов, так и для читателей специальных библиотек. В 21 веке появились не только новые потребности людей с проблемами зрения, но и современные технические возможности для преодоления информационных барьеров инвалидов по зрению. Я работаю в Калужской областной специальной библиотеке для слепых имени Николая Островского. Как я уже сказала, эту тему для выступления я выбрала не просто так. Я являюсь профессиональным тифлокомментатором. Я проходила обучение у одного из известных специалистов по созданию доступной среды в нашей стране, у кандидата педагогических наук Сергея Николаевича Ваншина на базе института Реакомп. И сегодня я хотела бы рассказать, что такое тифлокомментирование, каким бывает тифлокомментирование, кто такой тифлокомментатор и основные требования для людей, которые хотели бы заниматься тифлокомментированием. Вообще тифлокомментирование – это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые недоступны слепому или слабовидящему без специальных словесных пояснений. Целевая аудитория тифлокомментирования позволяет отнести его к сфере социальных услуг. Тифлокомментирование по своим видам бывает различным. Оно бывает прямое, автоматизированное, подготовленное и горячее. Прямое тифлокомментирование проводится при непосредственном наблюдении объекта комментирования по ходу комментируемого события. Чаще всего прямое тифлокомментирование применяется при комментирование киносеанса, спектакля, концерта, матча, экскурсии. Следующий вид тифлокомментирования – это автоматизированное. Это уже тифлокомментирование с использованием подготовленного тифлокомментария в автоматическом режиме без прямого участия тифлокомментатора во время проведения тифлокомментирования. Чаще всего автоматизированное тифлокомментирование применяется в кинотеатрах и частично на телевидении. Также тифлокомментирование бывает подготовленным. Это такой вид тифлокомментирования, который проводится с использованием, когда человек, тифлокомментатор, уже заранее подготовился и ознакомился с объектом тифлокомментирования. И четвертый вид тифлокомментирования – это горячее тифлокомментирование. Оно является одним из наиболее сложных, потому что оно проводится в ситуации исключающей предварительную подготовку. То есть чаще всего такое тифлокомментирование организуется на спортивных состязаниях, в прямом репортаже. Что же такое тифлокомментарий?
Тифлокомментарий – это целевая информация, специально подготовленная для слепых и слабовидящих, для замещения или же дополнения визуальной информации, которую воспринимает зрячий, но которая по тем или иным причинам недоступна или малодоступна слепым и слабовидящим. По своим видам тифлокомментарий бывает различный. Он бывает устный, письменный, печатный, электронный, текстовой, звуковой. Также важно отметить, что когда мы готовим тифлокомментарий, существует своего рода категория качества тифлокомментария. То есть тифлокомментарий по своей сути подразделяется на категории. Он бывает второй категории, то есть это такой тифлокомментарий, качество которого признано приемлемым, но далеким от совершенного. И тифлокомментарий первой категории. То есть это тот тифлокомментарий, который, можно сказать, идеальный. Чтобы определить категорию тифлокомментария, осуществляется экспертиза тифлокомментария. По своей сути, тифлокомментарий бывает скрытый, то есть он подается в наушники исключительно по желанию незрячих, чтобы не мешать остальным зрителям. И открытый, он подается синхронно со звуковым потоком, непосредственно в зал всем зрителям без исключения. Вообще открытый тифлокомментарий, он допускается только на специальных просмотрах для незрячих и неприемлем для использования в кинотеатрах и на телевидении, так как он может просто мешать другим людям. Кто же такой тифлокомментатор? Тифлокомментатор – это специалист, прошедший обучение по программе дополнительного профессионального обучения, который обладает определенными навыками и знаниями, необходимыми для свободного генерирования тифлокомментария. Вообще к основным навыкам тифлокомментатора относятся это наблюдательность, умение увидеть главное, интерпретировать увиденное и редактировать свою речь, правильно использовать русский язык и интонацию голоса, и также лаконичность выражения. Как и тифлокомментарий, тифлокомментаторы подразделяются на категории. Существует тифлокомментатор второй категории, первой категории, тифлокомментатор высшей категории и мастер тифлокомментирования. Также еще хотелось бы отдельно выделить такую категорию, как волонтер тифлокомментирования. Это очень важно, потому что волонтер тифлокомментирования, он не может называться тифлокомментатором. Это человек, который не прошел специальное обучение, но имеет представление о общих принципах и требованиях тифлокомментария, и он обладает определенными навыками, но эти навыки выработаны им самостоятельно. И подготовленный тифлокомментарий волонтером тифлокомментирования, он является самодеятельным тифлокомментарием. Также хотелось бы остановиться на 10 основных правилах тифлокомментирования. Во-первых, необходимо комментировать только то, что наблюдается. Второе правило – не комментировать то, что не наблюдается, не домысливать объект тифлокомментирования. Третье правило – выстраивать тифлокомментарий от общего к частному. Четвертое – не перекрывать комментарием в работу актеров. Пятое. Язык тифлокомментария должен быть понятен аудитории. Шестое. Передавать тифлокомментарий короткими фразами. Седьмое. Необходимо описывать действия, но не эмоциональное состояние персонажа. Восьмое. Правило. При описании персонажа комментировать внешний вид, но необходимо избегать типовые характеристику самого персонажа. Девятое. Не использовать сведения, которые еще не были представлены аудитории по ходу действия. И 10-е правило, но оно является очень важным, что тифлокомментарий не может содержать субъективно-оценочное отношение тифлокомментатору к объекту тифлокомментирования. Ну, конечно же, кроме случаев описания статического художественного изображения. В процессе тифлокомментирования описываются в первоочередном порядке это, во-первых, кто находится в поле зрения, второе, чей голос звучит, предметы, интерьер в поле зрения, особенности освещения, если они есть, заметные цвета, костюмы и внешность, выражение лиц, действия, жесты. И также указывается источник непонятных звуков. Вообще, чтобы стать тифлокомментатором, необходимо иметь необходимые универсальные навыки. Это высокая эрудированность, большой словарный запас, знания в художественной, отечественной, зарубежной литературе, иметь общее представление о технике, транспорте, медицине, основах биологии, культуре речи и также другие характеристики, которые
являются не менее значимыми. Это физическая выносливость, хорошее зрение и цветоощущение, хороший слух, общительность, выраженный познавательный интерес, высокий самоконтроль поведения и эмоций. Я вас познакомила с тем, что такое тифлокомментирование, описала основные виды, которые бывают, кто такой тифлокомментатор, но в завершении своего выступления хотелось бы сказать, что тифлокомментирование для нашей Калужской областной библиотеки является важным и значимым для социализации и адаптации наших читателей. В нашей библиотеке собрана коллекция, уже у нас более 200 фильмов с тифлокомментариями, и в рамках виртуального концертного зала наши незрячие слабовидящие читатели просматривают данные фильмы, и эта услуга является крайне востребованной в нашем регионе. У меня все. Спасибо большое, Галина Олеговна. А я в качестве дополнения хочу сказать, что действительно услуга востребована во всех наших библиотеках. И мы даже с вами вчера наблюдали, когда выезжали в библиотеки, она не специализированная, это просто библиотека нового типа, но там есть отдел, работающий с людьми с нарушением зрения, и что там в большом этом замечательном зале отреставрированном тоже проходят клубы просмотров, значит, для читателей, просмотра фильмов с тифлокомментарием с последующим обсуждением. Действительно, и у нас, мы всегда говорим, что наш библиотекарь особый в библиотеке для слепых, у нас тифлокомментирование у нас интуитивный, начинается с того момента, когда дверь открывается и заходит читатель в дверь. И тут у нас библиотекари начинают сразу с ним общаться, разговаривать, объяснять, что слева, что справа, что в зале, я уже не говорю о мероприятиях. Поэтому, конечно, для нас эти знания очень важны, актуальны, и я хочу вам сказать, что буквально вот пару дней назад пришла информация о том, что долго нами ожидаемый стандарт на профессию тифлокомментатора, вот о чем вы сейчас говорили, да, и стандарт на тифлокомментирование утверждены и вступают в действие с 2022 года. По-моему, тифлокомментирование с апреля, тифлокомментатор с лета. То есть они уже приняты, утверждены, и мы с этими стандартами, как вам сказать, мы работать-то в этом поле работаем, но у нас ни у кого, ни у одной организации не было права ввести профессию, должность тифлокомментатора. Ее просто не было в должностном перечне, а теперь она появится как факт, и мы можем тифлокомментаторов вводить, очевидно, в наши штаты, как только это войдет в перечень профессий, которые, значит, вот утверждены стандартом. Поэтому ждем. Радуемся тому, что у нас практически, ну, порядка, наверное, сейчас уже более сотни профессиональных тифлокомментаторов в стране, прошедших подготовку на базе Реакомпа, но из них больше половины – это сотрудники наших специальных библиотек. И не случайно Сергей Николаевич всегда говорит, что он очень любит работать именно с библиотекарями, поскольку это хорошая эрудиция, хорошая подготовка, хороший кругозор и хорошая речь, грамотная русская речь. Мы много читаем. Спасибо. Объявляем следующего. Да? Если у нас сейчас на связи должен быть Воронеж, и мы надеемся, что все в порядке, Виноградова Екатерина Михайловна, заместитель директора Воронежской областной специальной библиотеки для слепых имени Короленко, организация доступной информационно-культурной среды в библиотеке имени Короленко. О, мы уже видим. Здравствуйте. Рада вас видеть. Уважаемые коллеги. Звук только подключите, пожалуйста. Смотрите на компьютере звук. У меня работает. Что-то микрофон у вас, очевидно. Слышно Посмотрите меня? на экране с левой стороны. Мы в зуме? Да. Посмотрите, пожалуйста, на экране с левой стороны внизу значочек микрофон. Все у меня показывает, что есть. Мы вас видим, но мы вас не слышим, к сожалению. Сейчас, минутку. А с нашей стороны мы ничем не можем помочь. Да, минуточку. Попробуйте, может быть, тогда перепроверить подключение звука и камеры еще раз. Минутку. Видите, мы тогда двинемся дальше, а вы попробуйте переподключиться, и мы тогда... Нет, никогда. Нет, не слышно вообще. А вы знаете, иногда помогает
перезагрузка. Попробуйте перезагрузить, тогда переподключить микрофон. Я не слышно. Вот, все, вернитесь, вернитесь. Все нормально? Да, теперь вы подключились, все. Спасибо большое. Скажите, я могу включить демонстрацию экрана? У меня презентация. Ну, если вы наладили у себя, отметьте все на компьютере, разрешить демонстрацию экрана и давайте. Вы ее нам не У нас пересылали. организатор отключил демонстрацию экрана участников. К сожалению, мы не можем. Можно включить? Если нет, ну и тогда без презентации придется Говорят, вам что поверить можно. мне на слово. Нет, говорят, что можно, поэтому попробуйте у себя включить демонстрацию экрана, и мы увидим вашу презентацию. Надеюсь. Ключ что у них? У вас просто демонстрации нет. Но мы сейчас перепроверим, вы пока вступите со словом, а то время идет. Да, давайте, ну что ж, тогда давайте я выступлю и без презентации, потому что пока наладим, время действительно у нас, к сожалению, уйдет. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада представить вашему вниманию доклад о деятельности Воронежской областной специальной библиотеки для слепых в организации доступной информационно-культурной среды. Воронежская областная специальная библиотека для слепых имени Короленко – единственное учреждение культуры подобного рода в Воронежской области. Основной целью библиотеки является обеспечение информации, реабилитация, интеграция, адаптация слабовидящих и незрячих людей, инвалидов других категорий и их семей. Здание нашей библиотеки оборудовано в соответствии с требованием по организации доступной среды для инвалидов. Расположено в центре города с хорошей пешеходной и транспортной доступностью. Подходы к зданию оборудованы поручнями, работает звуковой маяк. Входная группа и широкие дверные проемы предоставляют возможность обслуживания инвалидов-колясочников на первом этаже здания. Внутри здания расположена система навигации, тактильные полосы и звуковое сопровождение степхе для наиболее полного ориентирования в помещении. Для слабослышащих пользователей есть звуковая индукционная петля. Следует отметить, что реализация требований в полной мере осложняется еще и тем, что библиотека расположена в здании памятника архитектуры XIX века, и конструктивные изменения не всегда реализуемы. Библиотека обладает специализированным книжным фондом и тифлографическими пособиями. При библиотеке действуют клубы и любительские объединения. Дом, где согревают сердца, клуб «Собеседник», ну и ряд других. В библиотеке специалист-психолог проводит индивидуальные и групповые занятия, семейные консультации. Обучению чтению и письму по системе Луи Брайля занимается педагог-дефектолог. В компьютерном классе читателям оказывают квалифицированную помощь в освоении компьютерной графики и приобретению навыков работы с программами экранного доступа. На сегодняшний день создан и действует 44 пункта в 31 муниципальном районе области и 3 городах и 11 библиотечных пунктов УФСИН. Специалистами библиотеки разработана программа проведения семинаров, практикумов «Доступный мир» по пониманию особенностей взаимодействия и коммуникации между представителями конкретной профессиональной среды и людьми с инвалидностью. Выездные семинары для сотрудников состоялись в ряде учреждений. Ну, здесь должен быть видеоряд. Ну что ж. Также библиотека для слепых имени Короленко проводит онлайн-семинары «Особая этика» по вопросам взаимодействия с людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и ментальными нарушениями. Наиболее тесное сотрудничество у нас с региональным учебно-ресурсным центром «Доступная среда» по организации культурной среды города. При помощи наших специалистов были подготовлены тактильные таблички для музеев, театров, тифлокомментарии к статическим объектам. Один из последних совместно реализованных проектов – это создание тактильной карты центра города.
Представители Воронежской специальной библиотеки для слепых принимали участие в работе над проектом «Город для всех». Одно из основных направлений работы – это помощь в адаптации объектов социальной инфраструктуры для маломобильных граждан. «Город для всех» – масштабный проект, призванный включить людей с ограниченными возможностями в культурную жизнь города, а также способствовать развитию инклюзивного туризма. Данный проект реализуется совместно с туристско-информационным центром. В рамках этого проекта была создана тактильная карта центральных улиц Воронежа. Карта представляет собой рельефно 3D-изображение улиц, зданий, пешеходных переходов, остановок, маршрутов размером 2 на 1 метр. Расположена будет в туристско-информационном центре в свободном доступе для посетителей. Конструкция мобильна и может использоваться также на выездных учебных мероприятиях по ориентированию, например, у нас в библиотеке. Специалистами библиотеки была проведена экспертная оценка рельефно-графического макета, читаемость улиц, пешеходных переходов, условных обозначений. Тактильная карта – это начальная точка для составления тифлоэкскурсионного маршрута по нашему городу. Экскурсионные маршруты начинаются от 2 точек – от нашей библиотеки для слепых и туристско-информационного центра. Разработан текст основной тифлокраеведческой экскурсии. Наши специалисты с экскурсоводами проходили по маршруту. Карта была представлена на международной туристической выставке «Интурмаркет» в этом году. Также были разработаны тифлоописания основных зданий и барельефов по ходу маршрута. В помощь экскурсоводам и участникам экскурсии были сделаны рельефно-графические пособия основных достопримечательностей Воронежа, собранные в альбом. Это здание ЮВЖД, театр оперы и балета, гостиница «Бристоль», музей Крамского. Ко всем барельефам сотрудники нашей библиотеки подготовили тифлокомментарии. Альбомы созданы для того, чтобы экскурсовод мог наглядно, тактильно продемонстрировать достопримечательности города незрячим участникам экскурсии. Оценку цветных барельефов для слабовидящих проводили также наши сотрудники. И в продолжении темы для незрячих пользователей, непосредственных участников тифлоэкскурсий, в нашей библиотеке прошло обучение по самостоятельному передвижению по городу. На базе библиотеки для слепых прошел уже 2-й практический тренинг обучению ориентированию и мобильности незрячих людей при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова. Данный тренинг решает важный вопрос самостоятельного передвижения незрячих людей в помещении и по городу. В ходе обучения незрячие могут выучить необходимые им маршруты и освоить универсальные навыки, которые помогут им самостоятельно проходить по маршруту. Занятия у нас проводил приглашенный специалист. К развитию доступной среды для инвалидов в регионе можно отнести и совместный проект с цирком. В октябре этого года в Воронежском цирке был запущен уникальный проект, инициированный Росгосцирком «Цирк на кончиках пальцев». Суть его – это дать возможность слабовидящим и незрячим людям в буквальном смысле ощутить представление. Помогает им в этом тифлокомментатор, который в деталях описывает все, что происходит на манеже. В финале представления гостям позволили пообщаться, опять же, на ощупь с артистами, самоедами и шпицами. Более 40 людей с ОВЗ посетили цирковое шоу «Калейдоскоп фантазии» в рамках проекта, а 1 декабря было 2-е представление в цирке, и посетители тоже посмотрели шоу «Воды, огня и света». Оборудование для тифлокомментирования было предоставлено нашим камерным театрам. В театрах в Воронеже показывают спектакли с тифлокомментированием. Это «Женитьба Бальзаминова», «Гроза», Василий Теркин. И, соответственно, мы у них берем оборудование. В 2020 году библиотека
разработала ряд мероприятий совместно с Государственным археологическим музеем-заповедником Костенки. Ближайшая тифлоэкскурсия у нас будет 14 декабря. Среди сложностей организации доступной информационно-культурной среды можно выделить недостаточность оборудования для тифлокомментирования. Не хватает для цирка, кинотеатров. Культура не дает максимальной прибыли, поэтому деньги сюда не особо вкладывают. Маленькие частные музеи не адаптированы в полной мере к самостоятельному посещению незрячих пользователями. Пользователи маломобильны, самостоятельно практически не передвигаются, для них требуется помощь сопровождающих и волонтеров. И многие из-за пандемии сократили выход из дома. Мы перевели наши услуги в онлайн-формат, что, конечно, расширило охват читателей, но все же это недостаточно. Так что мой доклад в звуковом сопровождении, без видеоряда. Что ж, остается вам поверить мне на слово. Спасибо за внимание. Спасибо, Екатерина Михайловна, что дождались нас, что выступили. Оставайтесь на связи. Конечно, будем. Я отключаюсь. Дальше, и у нас, так я надеюсь, что Валентина Николаевна на связи должна быть. Я на связи, да. Отлично. Главная библиотека специальной библиотеки для слепых Республики Коми имени Луи Брайля Мелькова Валентина Николаевна. Системный подход к организации обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья в специальной библиотеке для слепых Республики. А пока не или сейчас увидим. Сейчас увидим. О, отлично, все, мы вас видим и слышим. Замечательно. Добрый день, уважаемые коллеги. Елена Васильевна, рада вас видеть. К сожалению, у нас небольшая накладка произошла, тоже у нас идет семинар. Я быстренько переключилась и случайно попала вовремя. Уважаемая Татьяна Владимировна, Татьяна Николаевна, поздравляем вас с 60-летием Удмуртской республиканской библиотеки для слепых. Благодарим вас за сотрудничество, за организацию нашей передвижной выставки, которая прошла на базе библиотеки вашей. Искренне желаем всему коллективу дальнейшего процветания, доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых творческих успехов. Всегда рады быть вместе с вами. Все видно? Слышно? Приостановлена моя демонстрация. Видно и слышно. Ага. Специальная библиотека для слепых Республики Коми имени Луи Брайля как социальный институт не остается в стороне от решения проблем, связанных с просвещением и воспитанием детей с ограниченными возможностями здоровья, развития их творческой способности, а также организации досуга. Во многом этому способствует системный подход и целевое планирование. Библиотека работает со всеми категориями детской инвалидности, но акцентирует внимание на той категории, которой сложно пользоваться ресурсами других библиотек наряду с остальными читателями. А скажите, пожалуйста, моя презентация видна? Презентацию, да, мы видим. Да, потому что я вижу, что у меня остановлено почему-то. Слайды не переключаются. Не переключаются? Угу. Отодвиньте, так, да, позовите. Ага. Сейчас, секундочку, не знаю почему. А вот если так? Еще раз. Вот если так буду, нет? Так переключается, да. А можно так, да? Можно так. Ага, видите. Перезапуск. Почему так? Ладно, все так оставлю. Пусть. Угу. В 2012 году при финансовой поддержки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в библиотеке открылся информационно-познавательный центр «Совенок». Была определена целевая аудитория, разработана долгосрочная программа, предусматривающая организацию занятий через игру и книгу. В целевую аудиторию вошли дети с ограниченными возможностями здоровья, родители детей с УВЗ и специалисты, занимающиеся воспитанием и обучением детей с УВЗ.
Представляю группы детей, с которыми работает библиотека. Это дети с проблемами зрения, незрячие и слабовидящие, и дети с функциональными нарушениями зрения. Вторая группа – это дети с другими особенностями развития, нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата, задержки психического развития, интеллекта, расстройствами аутистического спектра. Библиотека на договорной основе сотрудничает с дошкольными учреждениями компенсирующего вида, специальными коррекционными школами и общеобразовательными школами, где открыты инклюзивные классы. В библиотеку дети приходят с родителями или организованными группами с педагогами. Выездные мероприятия проходят в рамках совместных планов работы. Библиотека, располагая уникальными терапевтическими ресурсами, выделила для каждой группы детей адаптированный под них комплекс мероприятий. Замечено, что первая группа детей охотно откликается на все предложенные библиотекарем виды мероприятий. Литературные праздники, громкие чтения, встречи с писателями, просмотры мультфильмов, театр-экспромт, творческие мастер-классы. Любая игровая форма работы с такими детьми дает положительный результат и вызывает эмоциональный отклик. Например, очень удачно проходит мероприятие из цикла «Книжный рюкзачок». Запоминающимися остаются творческие встречи, например, с мастером гончарного дела и детскими писателями. Но одним из самых ярких были проекты, где сами дети участвовали в создании книг. Их рисунки вошли в красочные издания, а отбором занимались авторы этих замечательных изданий. В год театра в библиотеке была открыта театральная литературная детская студия «Петрушкины сказки». Участники студии поставили небольшие спектакли по литературным произведениям и даже выезжали за пределы города. Ориентирована на эту группу детей и издательская деятельность библиотеки. В специальный формат воспроизводятся книги коми-писателей, входящие в культурный норматив школьника. Это как классические национальные произведения, так и работы современных авторов. Отмечу, что культурный норматив школьника – это всероссийский проект, который стартовал в 2019 году и охватил 9 пилотных регионов страны. В их число попала и Республика Коми. Целевая аудитория второй группы – это учащиеся специальных коррекционных школ города, дети, посещающие Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара, группа из Центра подготовки к самостоятельной жизни «Теплый дом» и дети, проживающие и обучающиеся в школе-интернате для глухих и слабослышащих. Это тоже организованные группы, для которых занятия проводятся в присутствии педагогов в рамках классных часов и в неурочной деятельности. Для группы подростков из теплого дома занятия библиотекой проводятся в основном в период летних площадок. Но и в остальное время библиотека также по договоренности выезжает непосредственно к ним. Теплый дом – это первая в Коми тренировочная квартира для детей и подростков с особенностями развития, где их готовят к взрослой самостоятельной жизни. Библиотекари отмечают, что для второй группы важны наглядные методы, а также жизненные примеры. Им интересно разглядывать книги с яркими картинками, играть в настольные игры. Хорошо воспринимаются книжки-раскраски, книжки-игрушки и театрализация известных и простых сказок. Например, во время летней площадки с ребятами из теплого дома с участием профессионального режиссера была поставлена небольшая театрализованная постановка по стихотворению Хармса «Как Володя быстро под гору летел». Но отмечаем, что всем без исключения детям нравятся занятия с использованием тактильных рукодельных книг и книг с тактильными элементами. Библиотека ведет активную работу по информационному сопровождению семей. В цикле «Родительские чтения» проводятся индивидуальные и групповые консультации, рекомендательные беседы, обзоры литературы по педагогике и семейному воспитанию.
На сайте библиотеки выделена рубрика «Заочная школа для родителей. Воспитание и обучение детей с нарушениями зрения». В цикле «В копилку педагога» библиотека работает в тесном контакте с образовательными организациями. Педагоги охвачены системой индивидуального и группового информирования, выполняются разовые и долгосрочные запросы, касающиеся воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями. Оказывается консультационная помощь в использовании современных адаптивных технологий, а также помощь в вопросах приобретения тифлоприборов и установки различных программных средств. Также в помощь образовательному процессу издаются учебные материалы по системе Брайля, предоставляются во временное пользование информационные материалы, рельефно-графические учебные пособия, издаются аннотированные списки новых поступлений. Еще одно направление работы библиотеки – это проведение просветительских мероприятий по формированию общества, позитивно заинтересованного отношения к инвалидам. Для учащихся образовательных организаций, а также студентов вузов, СУЗов, в библиотеке проходят интерактивные экскурсии «Мир на кончиках пальцев». Используя экспонаты постоянно действующих экспозиций, сотрудники библиотеки знакомят посетителей с библиотекой, ее специальными фондами, проводят профилактические уроки и беседы в цикле «Мир наших глаз», мастер-классы «Волшебные точки». И к проведению этих мероприятий нередко подключаются и инвалиды по зрению. В год проводится до 30 таких мероприятий с охватом более 300 человек. Подводя итоги выступления, можно отметить положительные результаты системной работы в данном направлении. Мы планируем свою работу с гарантированной востребованностью. Мы получаем организованных читателей, с которыми проще договариваться о посещении библиотеки, дифференцированно применять формы мероприятий, гибко менять их в зависимости от ситуации. При комплектовании своих фондов учитываем потребности организаций, занимающихся воспитанием, образованием и социализацией детей с ОВЗ. Дифференцированно подходим и к планированию работы по воспроизведению краеведческих материалов, доступных для незрячих и слабовидящих форматов. И данный вид работы был оценен не только нашим учредителем, но и такой организацией, как региональное отделение Республики Коми Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. В 2019 году специалист библиотеки стала лауреатом регионального конкурса премии Варди «Родительское спасибо». Таким образом, мы понимаем, что только системный подход в работе с такой категорией детей, как дети с ограниченными возможностями, дает положительные результаты и стимул в дальнейшей работе нашей библиотеки. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, могу ответить. Валентина Николаевна, спасибо большое, спасибо за теплые слова. В вашей библиотеке тоже процветание. Мы всегда рады сотрудничеству. Действительно, ваш проект, выставка передвижная, которую вы нам присылали, ну, слушайте, нашим читателям очень понравилось, правда, и очень у вас интересные издания. Я надеюсь, что и мы и дальше продолжим сотрудничество. Может быть, немножко в другом направлении, может быть, и в этом, и наши издания побывают у вас, потому что у нас тоже много интересных книг, которые мы выпускаем, национального, краеведческого характера. Я желаю вам всего доброго и спасибо вам большое, что вы к нам присоединились. Спасибо, всегда рады контактам, откликаемся на любое предложение, мы на связи. Спасибо большое, тоже хотим видеть ваши издания в нашей библиотеке. Спасибо, всего доброго. До свидания. Я сейчас приглашаю Елену Владимировну Березину, библиотекарь Увинского района детской библиотеки ЦБС Увинского района. В общем-то, единственная библиотека, которая согласилась в очном формате присутствовать на нашей конференции. Вам слово. Здравствуйте всем. Я расскажу о работе семейного клуба при обычной общедоступной библиотеке для детей в поселке Ува.
руководителем которого я являюсь, и клуб посещают дети, подростки, молодые люди с совершенно разными диагнозами. В 2013 году при Увинской детской библиотеке был основан клуб для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Добрые сердца». Основная цель данного сообщества – социальная адаптация и интеграция инвалидов в общество. При организации семейного клуба возникли некоторые трудности. Если взрослые люди с ОВЗ чаще всего сами стремятся к общению, то семьи с детьми-инвалидами неохотно идут на контакт. Особенно это заметно в небольших населенных пунктах. Родители стесняются своих детей, боятся осуждающих взглядов и лишних вопросов от окружающих, что является основным барьером для адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество. Участниками клуба «Добрые сердца» при Увинской детской библиотеке стали дети и подростки с ментальными и психическими нарушениями, которые проходят обучение на дому, а также подростки и молодые люди, закончившие обучение, либо не справившиеся с учебной программой, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять трудовую деятельность. Самая главная проблема таких семей, имеющих детей-инвалидов, это недостаток общения. От этого страдают не только дети, но и родители. Задача библиотекаря – создать положительный эмоциональный фон, войти в доверие к родителям, что во многом будет определять успешность общения. Первые посетители нашего клуба стали 3 человека, 3 подростка. Так начиналась наша работа в клубе. Благодаря продвижению информации в местных СМИ, распространению буклетов в больнице, в Центре социальной помощи, детских садах и школах, а также посредством личных контактов, число участников постепенно увеличилось до 38 человек. Трудности, с которыми пришлось столкнуться в первые годы работы. Привыкание. Первые 2 года дети и родители учились общению, привыкали друг к другу и к сотрудникам библиотеки. Одним понадобился год, чтобы преодолеть свои страхи и переживания, другим 2 года, третьим 5 лет. На каждое мероприятие участников клуба приходилось обзванивать и приглашать лично. Библиотекари, в свою очередь, учились общаться с особыми пользователями. Разный социальный уровень семей, имеющих детей с ОВЗ, создает трудность общения их между собой. Руководитель клуба должен ко всем участникам относиться одинаково корректно и доброжелательно. Пассивность. Родители детей-инвалидов в большинстве своем – это пассивный контингент. Их надо тормошить, объяснять необходимость выхода в общество, убеждать, а порой и заставлять предпринимать какие-то шаги. Неосведомленность родителей. Были случаи, когда ребенок во время мероприятия бегал или просто сидел, оставаясь безучастным, что вызывало у родителей сомнения, нужно ли им вообще посещать занятия. Приходилось проводить беседу, настраивать родителей на положительный результат. Отсутствие опыта работы с детьми с ОВЗ у библиотекаря. Так как у детей и подростков с ОВЗ разный уровень психического развития, то восприятие информации у всех разное. Одни дети выполняют все задания, другие принимают участие только в игре, третьи остаются пассивными на протяжении мероприятия. Поэтому было непонятно, как планировать познавательную деятельность и строить взаимоотношения с участниками на занятии. Из беседы с родителями выяснилось, что все участники довольны, так как в любом случае на занятиях дети и родители узнают что-то новое. Человеческий фактор. Не каждый специалист, библиотекарь, педагог возьмется за работу с детьми и людьми с ОВЗ. Не только родители испытывают страх перед обществом, но и работники культурных учреждений боятся особых пользователей. Работа по приказу не найдет отклика со стороны детей и родителей. С другой стороны, от организатора зависит, насколько интересным и эмоционально насыщенным будет мероприятие, а значит, плодотворным и длительным будет сотрудничество. Первые несколько лет встречи проходили 2 раза в месяц в районной детской библиотеке и несли познавательный характер. На занятиях дети знакомились с творчеством писателей, в игровой форме выполняли различные задания, отгадывали загадки, слушали художественные произведения. Занятия строились на чередовании различных видов деятельности через каждые 5-10 минут. Это необходимо, так как дети не способны долгое время сохранять внимание и подвержены быстрой утомляемости.
В принципе, все мероприятия для особых пользователей структурированы и организованы так же, как для здоровых детей. Со временем таких встреч стало не хватать. Ребята, свободные от учебной деятельности, начали чаще приходить в библиотеку, просто так, для общения. А так как они не в состоянии организовать свой досуг самостоятельно, то возникла необходимость заниматься с ними еженедельно. Поменялось также и содержание мероприятий. Каждая встреча по выходным стала праздником. Это Международный женский день, День именинника, День семьи. По инициативе родителей почти все встречи стали сопровождаться чаепитием, что позволяло семьям сближаться, общаться, делиться друг с другом наболевшим. Периодически семейные праздники в клубе «Добрые сердца» посещают здоровые дети, не только из числа родственников и друзей участников клуба, но и просто школьники и воспитанники детских садов. Дошкольники выступают перед участниками клуба с художественными номерами и играют в игры. Родители здоровых и особых детей были довольны, хотя у некоторых участников клуба «Добрые сердца» чувствовалась скованность и стеснение. Следовательно, есть необходимость чаще практиковать такие мероприятия. Также организуются совместные мастер-классы для участников клуба и учащихся коррекционных классов школ поселка Ува. Все ребята чувствуют себя в обществе друг друга свободно, не проявляя особого сближения к общению, но и не выражая негативных эмоций. Благодаря этим встречам пугливые, застенчивые дети и подростки становятся веселыми и активными. Совсем недавно они боялись даже смотреть друг другу в глаза. Держась за мамину руку, не смели сделать шаг в сторону. Теперь их не узнать. Ребята участвуют в творческих и спортивных конкурсах, поют песни, рассказывают стихи, научились помогать друг другу. Гораздо увереннее чувствуют себя родители. Успехи детей повышают самооценку родителей, способствуют достижению целей, делают жизнь особых семей радостнее. Опыт работы показал, что организация мероприятий просто необходима таким семьям. Работа в коллективе и семейные праздники способствуют объединению детей и взрослых. Все они подружились, общаются вне библиотеки, радуются успехам и достижениям друг друга. Ряды клуба стали пополняться не только участниками, но и помощниками, волонтерами, друзьями, а деятельность клуба вышла за рамки библиотеки. Увинская районная детская библиотека имеет большой опыт межведомственного взаимодействия с общественными организациями. Мы тесно сотрудничаем с районным отделением Всероссийского общества инвалидов, с Увинским музеем, спортивной школой, благотворительным фондом «Дорога добра УВА», Увинским домом детского творчества, школами и детскими садами поселка. Со временем стали проявлять активность родители, готовые предложить свою помощь в качестве волонтеров, организующих досуговую деятельность. В 2017 году одна из мам, педагог по изобразительной деятельности Увинской школы искусств, организовала еженедельные занятия в изо-студии «Своя линия», где с удовольствием занимаются и дети, и родители. Рисуют, лепят из глины и пластилина, работают с бумагой, используя разные виды техники. Грамотно организованное занятие, индивидуальный подход, доброе отношение педагога дает положительный результат. Работа участников клуба «Добрые сердца» периодически экспонируется не только в Увинской районной библиотеке, но и в других общественных организациях. Дети принимают участие в творческих конкурсах на районном и республиканском уровне. Ребята, закончив несколько классов коррекционной школы, со временем забывают цифры и буквы, не понимают самостоятельно прочитанный текст, либо вообще не умеют читать, не умеют выражать свои мысли. В связи с этим появилась необходимость читать вслух, заучивать наизусть, записывать слова или отрывки из текста, учиться отвечать на вопросы, размышлять. Поэтому в 2018 году еще одна мама, педагог-дефектолог Чистостемской общеобразовательной школы, организовала кружок «Грамотейка», где она занимается с подростками и молодыми людьми с ОВЗ чтением и письмом.
Другая мама объединила детей и родителей в творческой мастерской «Волшебные ножницы» по изготовлению поделок и праздничных открыток. Она оказывает помощь библиотекарям в привлечении детей и подростков к участию в различных акциях. Например, «Поздравь ветерана». Ребята разносили открытки с поздравлениями ветеранам на дом. Или «Радость в каждый дом». Доставка подарков на дом тем детям, которые не смогли прийти на праздник, день именинника. В связи с тем, что дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья ведут малоподвижный образ жизни, с сентября 2018 года каждую неделю в детско-юношеской спортивной школе организованы физкультурные занятия. В 2019 году под руководством специалистов данного учреждения дети и подростки с ОВЗ и также их родители приняли участие в испытаниях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и были награждены грамотами и медалями. В 2021 году родители и дети сдавали нормативы ГТО, все участники получили удостоверение о награждении знаком отличия. С сентября 2019 года дети посещают танцевальное объединение «Подснежник», которое ведет одна из мам, педагог-организатор Увинского дома детского творчества. Ребята выступают на праздниках, организованных местными учреждениями культуры и образования, участвуют в межрайонных инклюзивных конкурсах, фестивалях. Таким образом, работа родителей способствует межведомственному взаимодействию в комплексной социокультурной реабилитации и интеграции детей и молодых людей с ОВЗ в общество. Сейчас в клубе числится 38 семей. Рядовые занятия, которые проходят еженедельно, посещают 10-15 человек. На крупных мероприятиях и праздниках может присутствовать 40, 50 и более человек. Возраст детей от 4 лет и старше, самому старшему у нас 28 лет. Дети приходят с родителями, братьями, сестрами или просто с друзьями, что способствует развитию взаимодействия между больными и здоровыми детьми. Из опыта работы с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья, посещающими клуб, можно сделать вывод, что им не только полезно, но просто необходимо расширять кругозор, развивать речь и память. Клуб «Добрые сердца» посещают в основном дети, подростки, молодые люди с различной степенью умственной отсталости, с задержкой или нарушением психического развития, которым необходимо постоянное напоминание элементарных знаний окружающего мира. Таким образом, возникла необходимость написания программы, которая будет способствовать более расширенному спектру деятельности. Так родилась программа «Библиоатлас по странам и континентам». Программа была составлена с учетом умственных и психических возможностей участников, их возрастных особенностей. Каждый месяц посвящен определенной стране или республике, и все занятия объединены общей темой. Знакомство со странами проходит по 3 блокам. Первый блок – занятия, на которых участники знакомятся с природными, культурными, историческими памятниками определенной республики или страны, с обычаями и традициями народов, населяющих эту республику, с художественными произведениями авторов этой республики, народными сказками. Второй блок – это взаимодействие с родителями, занятия, направленные на закрепление материала, работа в кружке «Грамотейка», где ребята занимаются просмотром энциклопедий, работой с текстом, логическими играми на развитие речи. На занятиях в изо-студии «Своя линия» участники клуба рисуют, делают поделки по пройденной теме. Третий блок – это праздничное мероприятие один раз в месяц, которое может проходить вне библиотеки с участием в различных мастер-классах. На слайде вы видите познавательное занятие знакомства с Италией, изделия из глины пицца, выполненные детьми на ИЗО-занятии, и мастер-класс по изготовлению итальянского блюда равиоли на семейном празднике. Программа «Библиоатлас по странам и континентам» вошла в общий план работы детской библиотеки. Четко прописанные дни занятий с инвалидами не предполагают никаких накладок. Участники мероприятий знают, что их место никто не займет, и они могут заниматься уединенно и спокойно. Это положительно повлияло на эмоциональный настрой участников. Итогом программной деятельности является участие детей и подростков
СОВЗ в различных творческих конкурсах, сначала на местном уровне, а затем районного, республиканского, российского значения. Например, в этом году ребята из нашего клуба стали участниками международного благотворительного танцевального фестиваля по инклюзивным танцам, который проходил с 28 октября по 1 ноября в Москве. Результатом соревнований стали 2 третьих места в состязаниях среди пар и специальный приз жюри за лучший сценический образ среди команд. Руководство библиотеки всегда было заинтересовано в развитии и продвижении работы клуба «Добрые сердца». Поэтому в 2020 году Увинской районной детской библиотекой совместно с благотворительным фондом «Дорога добра УВА» был написан проект «Все краски жизни», цель которого – развитие творческой деятельности детей с ОВЗ и психологическая поддержка их родителей. В январе 2021 года проект стал победителем конкурса президентских грантов, а в феврале 2021 года на базе Увинской районной детской библиотеки началась реализация проекта. В библиотеке выделили специальное помещение для творческих занятий в комфортных условиях, закупили оборудование, специализированную мебель, мольберты, компьютеры и лего-конструкторы, канцтовары, глину. В рамках проекта проходят коррекционные занятия, литературные часы, занятия робототехникой, семейные праздники, мастер-классы, встречи родителей с психологом. Занятия посещают дети с ОВЗ речевых групп Увинских детских садов, коррекционных классов школ поселка и несколько групп детей надомного обучения. Семейные праздники и мастер-классы посещают семьи, проживающие не только в Уве, но и в районе. Работа по реализации проекта способствовала привлечению в библиотеку новых семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, использованию новых форм работы. Таким образом, роль культурно-просветительских и культурно-досуговых проектов в абилитации и социокультурной реабилитации детей-инвалидов в общество достаточно высока. Деятельность по проекту «Все краски жизни» стала инновационной для Увинской районной детской библиотеки. Но из опыта работы зарубежных и российских библиотек с людьми с инвалидностью видно, что с данной категорией лиц библиотеки работают в основном по проектам. Часто бывает так, что с завершением проекта завершается и работа с инвалидами. Мы считаем, что постоянная работа клубов по интересам намного эффективнее, а значит, развивающие мероприятия в творческой мастерской для неорганизованной аудитории детей с ОВЗ и участников клуба «Добрые сердца» при Увинской детской библиотеке будут продолжаться и после окончания проекта. Наша задача как специалистов – настроить, подготовить, помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Если нет вопросов, спасибо за внимание. Елена Владимировна, спасибо большое. Продолжайте работу свою, не останавливайтесь, потому что действительно нашим детям это очень важно и нужно. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, к нам, к сожалению, не присоединился Саранск, поэтому на этом мы заканчиваем нашу научно-практическую конференцию. Я хочу сказать большое спасибо коллегам, партнерам, друзьям за то, что вы нашли время прийти к нам, приехать. Мы всегда рады встрече и всегда рады делиться опытом и принимать ваш опыт для своей работы. Спасибо большое. Будущие коллеги, я вас с удовольствием приглашаю на 2-й этаж, вестибюль. Там сейчас будет выставка тифлотехнического оборудования.